Тебя обольстила девушка своей красотой? Тогда послушай эту историю, брат мой. Ахмад ибн Саид говорит, что его отец сказал: у нас в Куфе жил один юноша, который много поклонялся Аллаху и был неразлучен с мечетью. У него было красивое лицо и благие нравы. Однажды он приглянулся одной очень красивой женщине. Она страстно влюбилась в него, и это стало затягивать ее. В один из дней она стала поджидать его у дороги. Когда он вышел, чтобы отправиться в мечеть, она сказала ему: послушай то, что я скажу, затем поступай как хочешь. Но он пошел дальше и не стал говорить с ней. Через какое-то время она снова встала у дороги, когда тот возвращался к себе домой. Она сказала ему: о юноша, послушай мои слова, которые я тебе скажу. Он какое-то время подумал и сказал ей: если я буду стоять и разговаривать с тобой, меня могут обвинить в чем-нибудь, а я этого не хочу. Она сказала: клянусь Аллахом, я знаю о твоем положении. Я лишь хочу тебе сказать, что мое тело думает лишь о тебе. Заклинаю тебя Аллахом, не оставляй меня так. Заклинаю тебя Аллахом, не оставляй меня так. Этот юноша ушел к себе домой. Он захотел совершить молитву, но он не мог. Он хотел совершить молитву, но он не мог сосредоточиться. Тогда он взял лист бумаги, написал что-то и вышел на улицу. А та женщина стояла там же. Он отдал ей этот лист и вернулся в свой дом. На листе было написано: во имя Аллаха Милостивого, Милующего, знай, о женщина, когда раб совершает грех, Аллах, благословен он и возвышен, скрывает его грех. Если он совершает его снова, Аллах снова скрывает его. Но когда человек начинает постоянно совершать этот грех, Аллах, велик он и славен, гневается так, что от его гнева сжимаются небеса с землей, горы, деревья и все живое. Так кто сможет выдержать его гнев? Я напоминаю тебе о дне, когда небо станет подобно осадку масла, а горы станут как шерсть, и общины будут собраны по приказу великого властелина. Клянусь Аллахом, я не способен исправить самого себя, не говоря уже об исправлении других людей. Если ты больна, то я укажу тебе на лекаря, который излечивает болезненные раны и ослепляющие страдания. Это Господь миров. Обратись к Нему с искренним сердцем. А меня, клянусь Аллахом, отвлекают от тебя слова Всевышнего. Предупреди их о приближающемся дне, когда сердца подступят к горлу, и они будут опечалены. Не будет у несправедливых ни радеющего родственника, ни заступника, которого слушаются. Он знает о предательском взгляде и о том, что утаивают сердца. Так куда сбежать от этих аятов? Меня отвлекают от тебя слова Всевышнего. Скажи, я боюсь, что если я ослушаюсь своего Господа, то меня постигнут мучения в великий день. Через несколько дней она пришла снова и встала у его дороги. Увидев ее, он повернулся обратно к своему дому, чтобы не видеть ее. Она сказала: о юноша, постой, ты больше не увидишь меня, кроме как перед Аллахом велик он и славен. Она начала рыдать, а затем сказала: дай мне наставление, которого бы я придерживалась. Тогда этот юноша сказал: я завещаю тебе бояться Аллаха в скрытом и в явном. Я завещаю тебе бояться Аллаха в скрытом и в явном. Защити свою душу. Вспомни слова Аллаха. Он забирает ваши души ночью и знает, что вы приобретаете днем. А потом Он воскрешает вас днем, чтобы завершился назначенный срок. Потом вы вернетесь к Нему, и потом Он поведает вам то, что вы совершали. Он властвующий над своими рабами. Он посылает к вам хранителей. Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений. Потом их возвращают к Аллаху, их истинному покровителю. Знаете же, только Он принимает решения, и Он самый быстрый в расчете. После этого она стала громко рыдать, сильнее, чем в первый раз. Затем она ушла домой и неотлучно оставалась там, поклоняясь Аллаху, пока не умерла. После этого этот юноша вспоминал ее и плакал из-за милосердия и сострадания к ней. Их не обольстил этот мир, и не искусили красивые женщины, а она услышала наставление и повиновалась словам своего Господа. Поистине стойкость перед искушениями, испытаниями и соблазном доказывает правдивость веры и искренность убеждений человека. Когда души становятся стойкими и привязываются к Аллаху, тела могут вытерпеть любые виды мучений. Поэтому воспитание душ важнее воспитания тел. О тот, кто служит своему телу! Как долго ты будешь угождать ему, утомляя свою душу в том, что погубит